последнее время все большее число медиков приходит к пониманию того, что истинный прогресс в борьбе с болезнями старения – это обращение к народной медицине. Многие задачи не могут решаться с использованием химиотерапических средств, повреждающих защитные системы организма. А препаратами выбора, безусловно, являются средства природного происхождения, обладающие в большей части случаев. Именно о них рассказывает врач от Бога, фитотерапевт-мануалист, специалист по восточной медицине, врач-кардиолог Муллазохур Тахири. Тахири хорошо знает у него на родине, в Таджикистане. Там он заработал огромную славу и уважение, как доктор, который лечит по своей особенной технологии. Здравствуйте, уважаемые товарищи Каспийские, я вас всех люблю. Так, потому что словами можно лечить, словами можно калечить. Поэтому у меня первый план – воздействие слова на организм человека. Еще Платонов писал большую книгу «Слово как физиологический лечебный фактор». Вот эта женщина пример, когда слово, вот сегодня ошибки нашей медицины, много болезней говорят неизлечимые, уже код ставит, этот человек быстрее умирает. Я провел серию, я ученый, значит, автор 37 книг, автор 17 лекарств. И я лечу именно, не лечу, а учу быть здоровым. Вот эта женщина тоже 10 дней я, конечно, лечил своей методикой, у меня комплексный, различный подход. И учил дальше, как жить, потому что за 10 дней онкологию нельзя лечить. А вот этой женщине поставили диагноз рак молочной железы 3-й степени. Не поверив, женщина поехала в Москву. Но и там анализы показали наличие столь страшной болезни. И мало того, оперировать тоже было уже поздно. Семья больной собралась продавать все – квартиру, частный дом, машину, дабы спасти мать от рук неизлечимой болезни. Продажа шла очень медленно, а времени становилось все меньше и меньше. Как оказалось, по воле Всевышнего ей было суждено встретиться с народным целителем Муллазохуром Тахири. И всего 10-дневный начальный курс его лечения уже значительно сказался на здоровье женщины. Сколько этапов? 10 дней я там была, потом чуть-чуть недели прошло, у меня сознание, в первую очередь, увеличилось сознание. Я стала спокойнее. Но я знала, что мне что суждено все равно будет. Но вот это унижение, вот это стресс меня убивало. Там ничего сложного нету, просто вот простые методы. Простые методы. Травы, там настойки пьем, зарядку. Диета, наверное. Диета особо тоже нету, уже поздно стадия, операция, как мне подлежит. 2,5 месяца, как полечишься, потом как приедешь. Но я через 3 месяца опять поехала туда. Та, которая первый врач моя, ушла в декретный отпуск. Меня передали к другому врачу. А она, когда меня посмотрела, она говорит, у тебя там ничего нету, говорит, там маленький узелок. Согласитесь, по словам этой женщины, с ней произошло настоящее чудо. Простая методика лечения на травах, правильное питание и, самое главное, желание жить. Именно последнее является основой любого лечения, уверен доктор Тахири. Он один из тех, кто бережно сохраняет наследие гениальных целителей прошлого, прежде всего Авиценны. В последние годы большое внимание медиков привлекли препараты, воссозданные доктором Тахири, Фейрула и Замч. Эти препараты оказались эффективными в большей части случаев профилактического лечения таких заболеваний, как диабет, доброкачественные опухоли женской и мужской половой сферы. В онкологическом реабилитационном центре города Санкт-Петербурга препараты Фейрула и Замч используются на профилактическом этапе у больных со злокачественными опухолями. Отмечалось улучшение качества жизни больных, более быстрая нормализация кроветворения и иммунитета. Вот в комплексе я многим больным помогаю, потому что если сам человек захочет, можно любому человеку помочь. Если не хочет, никто не поможет. Вот у меня такой принцип. Поэтому есть такой сайт «Домашний доктор», там зайдете, написано, значит, 19 человек, которые мир признавал, то, что академическая медицина. Я тоже туда вошел. Поэтому у меня принцип не лечить, а учить быть здоровым. Поэтому какая страна меня приглашает, я вот здесь тоже читал много лекций, больше 20, по медицинским организациям, вузам, вот даже в Каспийских врачам 90 человек собирались. Потому что есть книга сейчас «Ошибки в медицине. Опыт целителей». Потом вышла книга, называется «Врачи – заложник смерти». Врачи умирают на 10-20 лет раньше своих пациентов. Врач вроде все знает, но он тоже не делит. У нас есть у всех болезнь лень. А чтобы быть здоровым, всегда это движение, питание нормальное, общение.